Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В пятый раз победу на президентских выборах в России одержал Владимир Путин. За него проголосовали более чем 75 миллионов человек. Также говорят о рекордной в новейшей истории России явке избирателей. Она составила более 77%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего на выборах проголосовали 87 миллионов 113 тысяч 127 человек. Более 10 лидеров стран мира, а также Папа Римский Франциск направили свои поздравления Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента России. Среди тех, кто обратился к Путину, стали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиев, Боливии Луис Арсе, Никарагуа Даниэль Ортега, Гондураса Сиомара Кастро и другие. По словам Рахмона, результат прошедших выборов являются, цитата, еще одним ярким подтверждением высокого политического авторитета Путина. Они также свидетельствуют о широкой поддержке со стороны российского общества, государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций. Как отметил Ортега в телеграмме Путину, его триумф стал вкладом в обеспечение необходимой стабильности человеческого общества. Вам нужно продолжать в лучших условиях создавать будущее благосостояние науки и культуры, процветание, сотрудничество и солидарность, заявил Ортега и выразил надежду на продолжение диалога между Никарагуа и России. Наилучшие пожелания личного здоровья, побед, многих побед вашего народа и мира на планете пожелал главе России в своем телеграм-канале президент Кубы. Премьер-министр Мьянмы отметил, что переизбрание действующего президента Российской Федерации говорит о его всенародной поддержке со стороны россиян. Он позитивно оценил поддержку Мьянмы внешнеполитического курса России. Также стало известно, что Папа Римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации. Официальный представитель МИД КНР Ли Цзян на традиционном брифинге сообщила, что официальный Китай поздравляет Путина с победой на выборах. По ее мнению, две страны являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын выслал телеграмму Путину, в которой поздравил его с переизбранием. Президент Аслан Бжаня также поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемый Владимир Владимирович, от имени многонационального народа Абхазии и от себя лично позвольте поздравить вас с убедительной победой на президентских выборах. Ваша победа – это не только победа России, но и большей части мирового сообщества, что свидетельствует о международном признании ваших усилий на пути к установлению нового справедливого миропорядка», отмечено в поздравлении. Народ Абхазии практически единогласно поддержал вашу кандидатуру, что подтверждает нерушимые связи дружбы и сотрудничества между нашими государствами, основанные на общих исторических, духовных и культурных ценностях. Выражаю вам и народу России пожелания благополучия, счастья, добра, мира, говорится в поздравлении главы государства по случаю переизбрания Владимира Путина. МИД России также отметил, что на выборах президента России в этом году за границей были открыты 295 избирательных участков. Ранее Захарова отмечала, что россияне, проголосовавшие за рубежом, сделали свой свободный выбор. По ее словам, они отвергли призывы провокаторов и пришли не на акции, как это пытаются преподнести недружественные режимы, а чтобы воспользоваться возможностью, которым им предоставила страна, и отдать голос за своего кандидата. К другим новостям. Voice of Черкесия, голоса Черкесии, так называется страница черкесского сообщества, посвященная истории и культуре кавказских народов, созданная молодым черкесом из США Батыром Кадыкёевым. В ней говорится об общих культурных и исторических ценностях для всех черкесов, адыгов, абаза, несмотря на страну рождения или проживания. У нас одни корни и много общего в истории, утверждают создатели сообщества. На странице собрано интересное интервью
о культуре и истории представителей старшего поколения черкесов, адыгов, абхазов. Рассказывается о новостях черкесских сообществ и общин по всему миру. Большой акцент на культуре, национальные танцы, песни, литература. Сегодня нам удалось связаться с автором и создателем этого интернет-сообщества Батыром Кадыкоевым. Предлагаем вам сейчас интервью с ним. Батыр, спасибо большое за то, что вышли на связь с нами из США. Прежде всего, хотим поговорить с вами о группе, которую вы создали на платформе Instagram «Голоса Черкесии». Пожалуйста, расскажите нам, как так случилось, что вы придумали завести этот Instagram-аккаунт? Что же было вашей главной целью? В самом начале, еще до страницы Voice of Черкесия, был мой личный персональный аккаунт в Instagram. С самых ранних студенческих лет мне нравилось как-то рассказывать и показывать другим культуру и историю не только черкесских народов, но и других народов Кавказа, включая братский народ Абхазии. То есть все началось со статей, постов, поэзии, новостей из регионов. И в конце концов это привело к тому, что мы с друзьями создали отдельный канал, который был бы полностью посвящен этим темам, и не только о черкесах, которые живут тут, в Соединенных Штатах, но и в разных уголках мира. Но и еще для того, чтобы информировать других людей, не черкесов, о том, что представляет из себя наша культура, что в ней интересного. А уже сейчас я счастлива рассказать вам, что мы хотим продолжить этот же проект в формате подкастов. Мы собираемся делать много программ, приглашая на интервью не только черкесов, но и людей из Абхазии и других частей мира участвовать в этом подкасте. Спасибо большое, очень интересно нам, но скажите, пожалуйста, а интересно ли это тем людям, среди которых вы живете? Имею в виду не черкесов, не адыгов, не абхазов, но американскую аудиторию, людям, с которыми вы работаете или живете рядом. Задают ли они вопрос? Уверен, что они очень заинтересованы и им нравится. Они ведь никогда, вы понимаете, проблема в том, что наши люди, народы не так известны в мире, к сожалению. И когда мы стали делиться тут информацией о нашей культуре и народах, не только люди, с которыми мы рядом живем, или коллеги, но и другие стали нами интересоваться. Многие профессора из университетов Европы и другого мира, а также деятели культуры из разных стран и регионов, из Ближнего Востока, Азии, опять-таки Европы. К примеру, нами заинтересовался знаменитый Тайка Надзаки, японский исполнитель лезгинки. Это все показывает, что контент, который мы грузим, привлекает внимание и интересен многим. Они хотят знать, кто мы, как представители кавказских народов. Интерес все больше и больше. А еще я заметила, что культура – одна из главных ваших тем, одна из сильнейших сторон сообщества Voice of Черкесия. И людям очень это интересно. Почему, на ваш взгляд? Потому что наша культура одна из древнейших в мире, но нигде широко не представлена, никто о ней не говорит и не демонстрирует ее. И та информация, которая у нас есть, она, в принципе, достаточно новая. И потому не было и нет много информации о том, кто такие черкесы, что такое черкесская культура и традиции. И как результат, рассказ обо всем этом стал как бы сам по себе культурным воспитанием. И, допустим, если черкес не воспитывался в традиции черкесской культуры, они, в принципе, могут получить и найти это все на наших страницах. Часто мы рассказываем о выдающихся черкесах, которые многое сделали для своих стран и народов, и многие никогда даже не слышали о них. Батыр, расскажите нам о себе тогда, пожалуйста. Как так получилось, что вы занялись этим распространением информации о черкесах и других народах Кавказа? Мне лично очень повезло родиться в очень традиционной черкесской семье. Мать из Республики Адыгея, отец черкес из Сирии, но из диаспоры. Когда я рос, мой первый язык был черкесский, так называемый адыгахабзы. Очень традиционный дом, в котором мы сохраняем традиции и культуру. Когда я был ребенком, половину времени я проводил в маленькой деревне Сайтук в Республике Адыгея. И так, становясь старше, я всегда чувствовал свою идентичность и принадлежность и не мог отделить себя от нее.
А став еще старше, узнал, что мой отец был достаточно активным в жизни наших сообществ. Хочу даже сказать, что он был довольно активно вовлечен в процессы, когда шла война за независимость в 90-е годы у вас, и встречался даже лично с Владиславом Ардзинбо и другими известными людьми. И потому опыт отца как-то перекликался и с моими стремлениями. Он всегда хотел вдохновлять меня на продвижение нашей истории и народов. Ну а я начал с того, что изучал, исследовал, находил информацию обо всех этих вещах. Но по-настоящему серьезно это началось в университетские годы, в те времена, когда я учился в Нью-Йорке. Там, в Нью-Йорке, я встретил, возможно, самую большую для меня лично ролевую фигуру в своей жизни. Это Надхо Кадыра. Он очень известный черкесский писатель, автор. Он родился и рос на Кавказе в 20-х годах прошлого столетия. Но после Второй мировой войны он эмигрировал сначала в Европу, потом на Ближний Восток, потом сюда, в Соединенные Штаты. Он написал множество книг, он основал первую черкесскую ассоциацию. В 96 лет он все еще ездил за рулем. Таким я тогда его и встретил, когда мы познакомились. Это он сказал мне тогда, что главная ценность, которой можно делиться с людьми, это даже не активизм, а образование и информация. Так я начал путешествовать, ездить на Кавказ, стал писать о нем, создавать контент, который я делаю сейчас. И это то, что я хочу делать. Хочу обучать людей тому, кто мы есть, и куда мы идем, и какие пути выберем в будущем. А еще хотелось бы отметить, что существует очень много дезинформации в интернете о нас. Некоторые целые организации задействованы в этом в создании ложных фейков. И вот одна из главных причин, почему я создал эту страницу, это и то, что я представляю голос черкесов, но также я хотел бы, чтобы тут были слышны голоса представителей Абхазии. Хотел бы рассказывать о вашей красивой стране, народе. И, видимо, это причина, почему вы использовали озеро Рица в качестве фонового изображения сейчас. Вы когда-нибудь бывали у нас? Это моя мечта — однажды увидеть озеро Рица. Я люблю Абхазию и знаю немало абхазов. Очень важно людям всем понимать и доносить, что была не только депортация черкесов, но и многие абхазы, абаза были депортированы. Все мы братья, сестры, близкие родственники. И это случилось, и мы сблизились не только в борьбе за национальное освобождение и независимость вашего народа, но много раньше. Мы всегда были братьями вместе. И я всегда это говорю и абхазам. Это то, что я всегда продвигаю, и неважно, кто что думает по этому поводу. Батыр, а вот стало интересно, на скольких языках вы говорите? Ну ладно, я могу говорить мой родной язык адыгагабзе, черкесский, на английском, естественно, говорю по-французски, немного владею русским языком и понимаю его достаточно хорошо, но вот говорить не так хорошо, как хотелось бы у меня получается, и еще немного понимаю арабский. Здорово. И все же, насколько я поняла, вы никогда не были в Абхазии, но мечтаете об этом, так? Я очень будет идем там, в Республике Абхазия. Абхазия — это вообще мое сердце и жизни, которое это всем красивые страны в мир, короче. Батыр, спасибо большое за то, что нашли время с нами пообщаться и ответили на наши вопросы. Хотелось бы поблагодарить, что позвали на это интервью. У меня самые добрые намерения и движет только одно желание — рассказать о вас и о нас, о наших народах вместе. И я желаю каждому из вас, вне зависимости от времени и обстоятельств, всего самого лучшего. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.